Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости канала. Огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Каких сюрпризов и неожиданностей ждать до конца года? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, назовите свое имя и загадайте на себя. Так и спросите, каких сюрпризов и неожиданностей ждать до конца года. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Так, давайте посмотрим, каких сюрпризов, каких неожиданностей ждать до конца года. Так, это интересно. Послушайте, но в целом, каких-то прям потрясений, вот глобально потрясений до конца года я не вижу. Здесь больше, знаете, на что похоже? На преображение, на избавление, на выход, на вход. Да? То есть человек подходит к какому-то рубежу. У многих из тех, кто зашел именно на эту отсыпку, отыграется ситуация рубежа вашей жизни. То есть окончание этого года, это будет окончание какой-то эпохи вашей жизни, да, какого-то кусочка вашей жизни, да, какого-то сегмента. Вы подходите. То есть, возможно, кто-то был в жесткой трансформации, кто-то был в поисках своей реализации, кто-то что-то где-то отрабатывал. То есть у каждого своя ситуация. Но было вам явно не сладко. Вот, поэтому, мои дорогие, по поводу сюрпризов. Ну, сюрприз вот самый яркий, который я вижу, да, вы тоже видите, да, это ваше преображение. Преображение как и внутреннее, так и внешнее. По внутреннему, да, у вас идет, как бы это правильно сказать, да, по вот этим рогам это мудрость и умение правильно, вовремя, адекватно реагировать на окружающих, на окружающую среду, на мир вокруг вас. И также правильно и адекватно реагировать на свои мысли. Возможно, где-то в чем-то себя сдерживать, а где-то в чем-то себя, наоборот, подталкивать. Здесь, слово «поумнеет» это не подходит. Здесь какое-то другое слово нужно. Вот не могу сейчас придумать, какое. Здесь именно человек раскроет в себе, да, раскроет в себе какие-то скрытые моменты, да, те, которые спали, либо в которых человек не был уверен, либо сомневался, либо в принципе не понимал, да, не знал, что такое возможно. Здесь и таланты могут быть, и какая-то повышенная трудоспособность, а какая-то повышенная там чувствительность, либо даже у кого-то прям желание там интимного толка, да, вот прям не хотелось, все, хочу здесь и сейчас, и прям давайте начнем поскорее, да, то есть расширяется кругозор, расширяется вот эта радость от мира, от себя, желание себя поскорее там показать, реализовать. Энергия очень хорошая, знаете, энергообмен очень хороший между вами и Вселенной происходит. И вы получаете от Вселенной, и захочется пускать это в мир, в люди, в то, что вас окружает, либо в тех, кто вас окружает. Здесь вот, как хотите, очень серьезные переломные моменты идут в отношениях, в семье, в браке, вот с близкими, с друзьями, с родственниками, с социумом. Здесь очень многих проснется желание побольше быть на публике с людьми, общаться, делиться. Как-то вот, знаете,
Но это вот прям не позыв к тому, чтобы стать там известной публичной личностью, а позыв к тому, чтобы поделиться тем, что я знаю, тем, что я приобрел, да, приобрела, научилась, умею, обладаю. Вот какой-то такой момент идет. Ну и внешние преображения тут тоже очень яркие, потому что вы вот прям центр, эпицентр событий, можно так сказать. Здесь явно девушки, женщины, ну и мужчины тоже будут делать какие-то манипуляции, связанные со здоровьем, с внешним видом, со стилем, с поведением. Тут человек может и похудеть, и поправиться, кстати. Но все, что с вами будет происходить, это будет как-то невероятно гармонично вам подходить, да, идти к лицу вам будет. И для вас, мои милые, это будет самым главным сюрпризом. Да? Вот я там села на диету, очень плохо себя чувствовала, но держалась. А потом я смотрю в зеркало и вижу перед собой просто фигуру мечты. Да, какой сюрприз, как хорошо мне помогла эта диета. А то, что это вы старались, да, то, что это ваша сила характера позволила вам это сделать, вы немножечко будете упускать. Либо девушка решится на какие-нибудь вмешательства, например, да, пойдет там, пройдет серию каких-нибудь там чудо-уколов, да, и результат невероятно удивит. Он скажет: о боже, как же так, да, в корне там поменялась, посвежела, помолодела, вот наконец-таки губы мечты получила. То есть вот такие приятные мелочи будут. Вот именно, мелочи, это кому-то, конечно, и не мелочи будут, да, я просто вот в плане того, что, может быть, вы и то поделаете, да, и будет казаться, что вот он, мой идеал, к Новому году вы просто будете блистать, как самая яркая звезда. Еще вот, кстати, по поводу внутреннего содержания хотелось бы отметить, что вы сами себя удивите, насколько вы целостный человек, насколько вы наполненный человек и насколько вы грамотный человек. То есть, возможно, так случится, что жизнь вас вот неожиданно, да, столкнет с каким-нибудь там титулованным человеком, да, с какими-то там регалиями: профессор, доктор, там, я не знаю, там 5 высших образований, высокая должность, 5-10. Человек окажется в общении просто профан. То есть либо чего-то вообще знать не будет, либо будет знать там из рук вон плохо, и вы так удивитесь и думаете: господи, а что ж я себя так принижала, да? Я там не профессор, не доктор там каких-то наук, но и я знаю эти банальные вещи. Господи, как же ты учился там, либо как ты училась, где знания свои потеряла, либо наоборот, каким образом приобрела. Вот. И вот этот момент, он будет действительно очень остро переломным. Потому что вы перестанете бояться и перестанете сомневаться в себя. Вы станете нести свой внутренний свет в люди, в паблик. Скажете: если вот такие вот люди, да, не стесняются, я-то чего стесняюсь? Потому что вам есть чем поделиться. Вам захочется и делиться, и помогать. Вот этот момент я тоже вижу. Так, что еще из сюрпризов? Сюрпризы тут мелкие идут, мелкие радости, мелкие сюрпризы, связанные с вашими близкими друзьями, либо коллегами. Здесь как-то вас будут приятно удивлять, радовать тем, что любят вас, тем, что заботятся о вас, тем, что думают о вас люди. Да? Вот какая-то вот приятность идет от рук людей. Я так понимаю, это какие-то подарки, либо рукопожатия, либо какие-то даже знакомства. То есть люди знают и помнят о ваших интересах. Вот это будет вас очень удивлять, и это будет неожиданно, и это будет для вас действительно сюрпризом. Даже люди, с кем вы общаетесь, может быть, как-то шапошно. То есть, да, там привет, пока, и все. И даже такой человек вас очень приятно удивит тем, что что-то для вас хорошее, приятное либо сделает, либо вспомнит о вас в какой-то нужный, правильный момент. Особенно ждите сюрпризов либо неожиданностей по связи. Это телефон, это мессенджеры, там, планшеты, компьютеры. Да? Старайтесь под рукой всегда держать и вовремя реагировать на напоминалочки, да, либо на сигналы о каких-то оповещениях. Потому что здесь прям какой-то кладезь сюрпризов, кладезь каких-то неожиданностей, и все они идут плюсовые, позитивные, понимаете? Не минус, а плюс. Так, еще важный момент. Здесь у кого-то сюрпризом будет появление животного в доме. Но это больше, конечно, отыграется как кошечка, какая-то маленькая кошечка, либо, кстати, не кошечка, а тот, кто может ползать, да, здесь может быть даже ящерица какая-нибудь,
либо, может быть, какой-то большой крупный грызун. Но это не собачка, это нет, не собачка, там что-то похожее на либо кошечка, либо какой-то крупный грызун, либо ящерица. Но действительно будет сюрпризом, причем таким двойного характера, да, может быть, сначала испугаетесь, а потом порадуетесь, либо, знаете, такое чувство: о боже, а что я буду с этим делать, что мне с этим делать? Кому-то, кстати, дети подкинут такой сюрприз. Ваши взрослые дети, которые, например, купили себе там какую-нибудь игуану, наигрались, натешились, потом понимают, что ух, а у нас и времени на нее нет, и кому? Маме. Мама, держи игуану, вот тебе полезный для здоровья дружок, да, исцеляет, помогает, ты, главное, ее вовремя корми. Да, вот какой-то вот прям сюрприз такой двойного назначения, вот как хотите. Волосы могут даже, да, немножечко пошевелиться. Но не страшно, вы переживете, вы еще очень подружитесь с этим зверьком, и вашим другом, действительно, компаньоном, другом станет для вас эта животиночка. Так, еще из сюрпризов здесь любимый человек какой-то готовит серьезный сюрприз. Сразу предупреждаю, это не спойлер. Я даже долго думала, говорить, не говорить. Но скажу почему. Вот под какой вещи. Человек реально уже готовит этот сюрприз. Еще раньше начал, да, чем я начала это гадание. Думает об этом, может быть, даже полгода последние, да, как бы вам действительно сделать какой-то невероятный сюрприз, чтобы вас там как-то особенно удивить, порадовать. Но что-то пойдет не так. Что-то пойдет не так. Отнеситесь к этим проблемам с пониманием. Знайте, что человек действительно готовился, действительно очень много времени на это положил, очень много сил, очень много эмоций, очень много переживаний. Но вы будете это видеть, вы будете это ощущать. Пожалуйста, ни в коем случае не указывайте, уж тем более не ругайте этого человека за огрехи, пожалуйста. Вот что хотите делайте, но не ругайте. Почему? Потому что вы можете испортить ваше будущее в плане того, что человек из романтика, из вот такого, да, волшебника, который там в каждом рукаве по маленькому зайчику держит, может превратиться в предсказуемого обычного сухаря, который будет говорить: вот тебе деньги, иди себе купи подарок. Если вы не хотите эту ситуацию, то, пожалуйста, не ругайте, а постарайтесь вот, ну, действительно, по-честному сказать все, что чувствуете, думаете. Не стесняйтесь и не бойтесь показать свое восхищение, свою радость и свое удивление. И это будет самое замечательное. Так, у кого-то случится такая ситуация, что любимый человек сделает вам сюрприз. И, ну, например, если вы живете на расстоянии, либо в разных городах, неожиданно к вам приедет. А вы, например, такая там в масочке, да, в зелененькой. И причем масочка не только на лице, но и на голове. Может быть, там еще там скрабирование какое-нибудь. То есть в самый неподходящий момент, в самое такое прям очень интимное для вас время, да, и тут человека такой раз, звонок в дверь, там стоит при параде, там с цветами, откройте эту дверь, я не знаю, ну, делайте, что хотите, только не прогоняйте этого человека, не испортите свое будущее с ним, да, потому что этот человек любит вас любой, абсолютно. Но если вы встанете вот в какую-нибудь обидчивую позицию, скажете: все, нет, там, не открою, не поеду с тобой, там, я не готова, то человек может воспринять, как будто бы он вам не нужен. Поэтому тут тоже, знаете, как нужно быть поаккуратнее. Вы знаете, сюрпризы будут и неожиданности будут, по большей части очень приятные. Поэтому, девочки, мальчики, кто меня смотрит, относитесь ко всему с пониманием, с принятием. И даже если есть какие-то моменты испуга, негатива, либо агрессии, постарайтесь в себе это подавить. И не расстраивайте те, кто вам от чистой души, от сердца делает сюрпризы. Таких людей я вижу здесь много. Принимайте, радуйтесь, благодарите. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.